собой оригиналы документов, снился на паспорт, платежные реквизиты Сбербанка, чтобы начислять зарплату. Найти профессию по душе. Порядка 10 павильонов и 1000 вакантных должностей от крупных региональных работодателей. На первой молодежной ярмарке вакансий, что называется, яблоку негде упасть. С профессией многие студенты давно определились. А вот где будут работать после окончания вуза, еще предстоит узнать. Лайла Динеева – студентка 4-го курса, будущий педагог. Хочет строить карьеру по специальности. Я услышала сегодня от своей одногруппницы, что вот есть такая ярмарка вакансий, решила сюда прийти, и вот сразу у меня взгляд упал на максимум, потому что я про него раньше слышала и думала устроиться туда. Вот мы сейчас подошли, послушали, нам рассказали о том, как работают, как туда устроиться. Это как раз мое направление, педагогический факультет преподавания. Мне интересно преподавать детям русский язык и математику, готовить их к экзаменам. Это очень интересное направление. Побывал на первой молодежной ярмарке вакансий и глава Республики Ингушетия Махмуд Али Калиматов. Кто вам нужен? Инженеры? Инженеры нам нужны, сварщики, токаря, слесари, механики. С колледжа шорт мейтигович, сварщик, хабарс. Взаимодействие. Все хотят начальником быть. Да, ну да, Да? да, начало же в любом случае нужно. Поэтому сегодня уже приходили ребята, 15 уже анкет. Я вам скажу, есть в космической отрасли инженеры. Я просто прогресс. Вот, я ракету жил в Самаре, там, она 14 этажей вниз. Представляете, что такое? Ракета стоит, она 14 этажей вниз. И там сварку делает инженер с авиационным образованием. Потому что там шов с иголочкой. Понимаете? Они получают просто в советское время по 500 рублей. То есть это сейчас как бы получать 5 миллионов в месяц. Понимаете, нет? Да. Поэтому слесарь, слесарь, если он хороший слесарь, если он хороший каменщик. Я сейчас там некоторая стройка идет. Знаете, кого у нас нет? Черепиц. Сагвин? Нету черепицу, кто кладет. Им платят большие деньги. Ребята приезжают, еще ну такие ребята, собрались, группа, и они ждут их 2 месяца, пока они приедут. Надо же изучить рынок. Молодой человек должен посмотреть и промониторить. Ага, какие работы? Все юристы и экономисты, пианисты и педагоги не подойдут. Мы не сможем себя специальностями обеспечить. Поэтому сегодня комитет по молодежи, мы его вывели с министерства специально, чтобы Бог ты будешь. Молодежь сейчас, мы же продвигаем их. Продвигаем. У нас уже достаточно в правительстве, в парламенте, мы потихоньку. Я вам даю слово, 2, 3, 5 лет у нас многое обновится. И вот вы должны прийти на смену. Мулло, Бог, это хабибизм. Если хочешь, учись, продвигайся. И я не зря этого сварщика сказал. Бывает такой сварщик хороший, или каменщик, или черепицу кроет. Его просят электрик, энергетик, любой. Его просят, потому что он делает качественно. Понимаешь? А цена, это дорого стоит такие люди. Поэтому любая профессия, Сад-гигант, фабрики по производству одежды и обуви, образовательные центры. У каждого работодателя свои предложения и преференции. К примеру, на завод «Реак» по производству алюминиевых профилей готовы брать даже без опыта, лишь бы было желание учиться. А там и наставники помогут разобраться с тонкостями профессии. Всего на завод требуется 34 специалиста. Большинство вакансий у нас на покрасочном цехе, такие как перекладка профиля, навеска профиля и более такие оператор покрасочной линии. У нас практически все автоматизировано на предприятии. Вот оператор покрасочной линии, они у нас работают на большом, крупном итальянском оборудовании. Также у нас есть и цех упаковки, это менее квалифицированные
рабочие кадры и прессовый цех. Это операторы пресса и стропольщики. В числе работодателей недавно введенный в эксплуатацию птицекомплекс «Южный», который производит более 30 видов качественной экологичной продукции из мяса индейки. Завод заинтересован в молодых специалистах. Вакансии у нас есть, мы набираем людей. Сегодня у нас уже около 400 человек работает, и мы ищем специалистов сегодня. Очень надеялась на это мероприятие, чтобы найти таких специалистов, как ветеринарный врач, главный энергетик, бухгалтер хороший нам нужны, электрики нужны, нам нужны технологи и линейный персонал, линейные работники тоже нам нужны. Подобрать для себя подходящую профессию и трудоустроиться ингушским безработным помогает Комитет по делам молодежи. Таким образом, КДМ надеется сократить количество безработных в регионе. Решили именно брать им числом и надеяться, что соискатели из такого большого количества предлагаемых вакансий, должностей смогут выбрать хотя бы несколько, которые им интересуют. По сводке более 200 заполненных анкет от желающего трудоустроиться. Мы хотим как минимум 2,5 раза увеличить этот результат и достигнуть цифры 500 анкет. Предложения рассмотрены, условия понятны, перспективы просчитаны. Следующий этап – собеседования, который и покажет, кто из соискателей может претендовать на вакантные места. Тамара Хашагулькова, Магомед Таскиев, Новости 24.